В Абхазии вечером начались переговоры между представителями властей и оппозиции. Цель – найти выход из внутриполитического кризиса, который разгорелся в конце прошлой недели. Поводом стало соглашение с Россией о развитии инвестиций. При том, что подавляющее большинство жителей Абхазии выступают за развитие связи с нашей страной. Так чего же опасаются некоторые политики? В этом разбирался Константин Панюшкин. Центр Сухума, вход в правительственное здание заблокирован группой мужчин. Внутри находится все человечество, а кроме того МИД, Минсельхоз и Минкульт. Абхазская оппозиция уже 4 дня блокирует работу нескольких государственных органов. И прежде всего начался нынешний политический кризис в стране. Президент Абхазии Аслан Бжания на фоне напряженности переместился из столицы в родной. Частью негосударственного переворота, попытка государственного переворота. Это кадр из временной резиденции президента. Аслан Бжания проводит заседание. Сегодня ночью проникнуть на государственное телевидение в ряд других учреждений. Ночью была перестрелка. Была попытка оказать давление, проникнуть в комплекс зданий МВД и службы государственной безопасности. Вот там даны соответствующие поручения о недопустимости развития такого рода сценария. Действовать по уставу воинскому и принять все необходимые меры, которые исключают развитие событий в таком ключе. Абхазская оппозиция инициировала волнение в прошлую пятницу. Уже в первый вечер захватили и разграбили несколько правительственных зданий. Поводом стал план ратифицировать инвестиционное соглашение с Россией. Для наших инвесторов в нем предусмотрены некоторые льготы. Но они получают это право только при инвестициях от 2 миллиардов. 2 миллиарда рублей – это порядка нынешнего абхазского бюджета. То есть российские вложения призваны качественно изменить абхазскую экономику. Впрочем, именно это некоторых и страшит. Они опасаются прихода российских инвестиций, потому что приход российских инвестиций, с их точки зрения, может сделать кого-то выигравшим, а кого-то проигравшим. Наибольший протест у абхазской оппозиции вызвало право на долгосрочное пользование россиянами местной землей, чего прежде не было никогда. Критики власти даже назвали это продажей родины и угрозой нацбезопасности. Они всегда говорили, что абхазская земля иностранцам не будет продаваться. Здесь же она берется в аренду, в залог, в аренду, варианты разные рассматриваются. Это пугает, я бы не сказал местное население, а определенную часть бизнеса и элит. В такой ситуации абхазской оппозиции было несложно воспользоваться. Отдельные представители оппозиции настроены антироссийски. На протяжении более чем 2 лет часть оппозиции оказывает противодействие реализации наших с Россией совместных необходимых решений и проектов. Например, вопрос, связанный с передачей Пицунской дачи. К слову, законную передачу России советской госдачи в Пицунде властями Абхазии год назад из-за границы вдруг раскритиковала президент Грузии Саломе Зурабишвили. Сейчас, после захвата госучреждений, она снова подала голос. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, она их поздравила с тем, что они совершили вот такую вот акцию. Поэтому мы эту связь с частью оппозиции видим, как минимум. Они действуют в некоторых вопросах синхронно. Особенно в тех вопросах, которые имеют отношение и имеют огромное значение для Абхазии в плане взаимодействия и выстраивания союзнических отношений с Российской Федерацией. Некоторые из них говорят о том, что со стороны России идет ползучая колонизация, что Россия хочет поглотить Абхазию вот таким мягким методом и так далее. Поэтому это был повод. На самом деле истинные цели – это прийти к власти любой ценой. Прежде абхазская оппозиция уже выступала против закона о взаимном признании решений арбитражных судов наших стран. Теперь же, заблокировав ратификацию инвестиционного соглашения, потребовала отставки президента, приведения к власти временного правительства. Аслан Бжания предложил свои условия компромисса, и они требуют уважения к закону. Я готов на следующее. Первое. Второе. Комплекс правительственных зданий освобождается. Параллельно с этим я готов подать в отставку. И все готовятся к выборам. Сперва абхазская оппозиция отказалась от такого сценария, хотя всем понятно, что эскалация в этом регионе может иметь необратимые последствия. Для нас крайне неприятный сценарий – это начало гражданской войны и попытка втянуть Россию в эту гражданскую войну. Вот на это как раз и будут играть разные международные центры, и вот это будут подогревать. И для этого будет работа и с телеграм-каналами, которые есть в Абхазии, и работа разных НКО. Вот это, будут пытаться запустить, чтобы там устроить такие беспорядки, чтобы Россия вынуждена была туда вписаться.
Да, это вот тот второй фронт на Кавказе, о котором многие на Западе мечтают и который, возможно, пытаются сейчас организовать таким путем. Сегодня во второй половине дня при посредничестве парламента путчисты все-таки согласились на переговоры. Президент также сформировал контактную группу. Давайте мы попробуем качественно провести переговоры. Вот сейчас они начнутся, а если к переговорам присоединится российская сторона, которая желает нам добра и всегда нам в этом помогает, я уверен в том, что переговоры пройдут конструктивно и приведут к нужному результату. Константин Панюшкин, Елена Штоколова, Юлия Ходорова, Сергей Шатило, Первый канал.